Вот в Сыктывкаре сегодня начали собирать материальную помощь, продукты и медикаменты в Луганск и Славянск. Вы готовы оказать помощь такую? Не знаю. Я об этом еще даже не знаю. Ой, я даже не знаю, как-то не думала об этом. Ну почему нет? Конечно, бы согласились. Без комментариев. Ну, это как стихия. Ну, нужно помочь все, и медикаменты, и деньги, и продукты питания. Все нужно. Конечно. Мы всем оказываем, и Крыму, и вот наводнение было, поэтому легко. Куда, кому? А как вы считаете, в чем они больше нуждаются? В какой помощи? Ну, я думаю, продуктовые продукты и одежда, потому что если они уходили оттуда, ничего не брав с собой, то, естественно, продукты и одежда. Готова. У меня там даже мама живет на Украине. Ну, в чем нуждается? Сейчас они во всем нуждаются. В медикаментах, продуктах, во всем. В первую очередь материальную, наверное, сейчас для них, ну и моральную, естественно, тоже помощь. Может быть, какие-то медикаменты, это в первую очередь, я так думаю. Ну, помощь, конечно, нужно оказывать, но в каком виде, мне кажется, им помощь в любом виде нужна. Больше всего, конечно, денежные средства, потому что они там все переезжают, очень много беженцев, в курсе всех этих событий. Вот поэтому и как-то в деньгах, наверное, больше. Я думаю, что они во всем нуждаются. Как в продовольствии, наверное, в поддержке. Я думаю, в большей степени, конечно, в продуктах питания, ну и медикаменты. В принципе, да. Почему нет? Все разбомбили у них. Вода питьевая, что там, медикаменты, наверное, что там, продукты, да все нужно им. Детские вещи, теплые вещи. Не знаю, даже палатки, может, даже нужны. Вот. Ну, вода. В основном-то, наверное. Продовольствие и боеприпасы. Готовы ли вы направить им это туда? Продовольствие я могу закупить, а боеприпасов у меня нет. А где вообще это происходит? Союз ветеранов Афганистана. Понятно, ну вот сейчас узнала, может быть, подумаю.